Приветствую вас. Я очень рад, что сегодня, в этот замечательный вечер, здесь, в Якутске, я вижу, как открывается уже третий поток акселератора B8. Замечательно, что с каждым разом число тех, кто участвует в этом мероприятии, в акселераторе B8 растет. Я помню, на первом у нас их было 47 стартапов, 47 заявок. Сейчас их уже в 2 раза больше. Это говорит о том, что уже пользуется популярностью данное мероприятие. Ну и самое главное, расширяется уже и география. Среди 12 стартапов, которые сегодня будут представлены, выступят со своими питчами. Уже не только Якутск. Сегодня мы видим и другие регионы Дальнего Востока. Это Владивосток, Хабаровск, Улан-Удэ. За 1,5 года работы B8 уже 2 стартапа пришли в американский акселератор старта, один в канадскую программу развития Инвест Оттава. Прекрасные проекты. Я помню, вот на первом акселераторе были такие проекты, как вот Ведроид, наш знаменитый робот-уборщик, так был проект PriceBox, который сейчас как раз в период пандемии уже очень успешно, но себя проявил не только на рынке Якутии, но и на рынке других регионов. То есть демо-день, вот это мероприятие, это всего лишь на самом деле начало очень большого, хорошего пути. Мы, безусловно, лидеры IT-индустрии Дальнего Востока. Если раньше наша доля на рынке IT-экспорта с Дальнего Востока составляла порядка 70%, то по итогам 2019 года у нас уже доля рынка составляет 82%, объем экспорта IT-услуг из Якутии составил за прошлый год порядка 28 миллионов долларов. Конечно же, быть регионом, где существует единственный IT-парк на Дальнем Востоке, первый акселератор для стартапов в Сибири и на Дальнем Востоке, это большая возможность, но это и, конечно же, большая ответственность. Вот развитие инновационной деятельности позволяет нам побеждать те трудности природно-климатические, в том числе, которые у нас есть, быть конкурентоспособными на мировом рынке. Мы готовы, на самом деле, помогать инновационному развитию других регионов России. Сегодня здесь на онлайн-площадке собрались люди с безграничными устремлениями, готовые создавать новое, не бояться вызовов, внешних изменений. Пандемия, на самом деле, это же не только проблемы, кризис, также это и возможности. И эта пандемия очень четко показала, что сегодня тот, кто не обладает такой пластичностью, тот не может выжить в новом мире. Уверен, что те, кто сегодня будут презентовать свои проекты, они этой пластичностью обладают. Я желаю вам больших побед, успехов, ну и чтобы это на самом деле стало началом большого такого вашего пути к высотам мировой IT-индустрии. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Анатолию Аполлоновичу Семенову. Digital development and Добрый день, уважаемый Арсений Сергеевич. Добрый день, уважаемые друзья. Hi, everyone. I'm very glad to see you. Мы очень рады всех видеть. Действительно, к сожалению, мы не можем показать прямо сейчас красоту белых ночей. В Якутии уже 9 вечера, но у нас солнце не садится, так же, как не садится наша энергия. Вы знаете, что Арсений Сергеевич Николаев еще где-то 3 года назад отправил 8 ребят из Якутии обучаться в Бостонский университет, Массачусетский институт технологий. Это было 4 года назад, это был далекий 2016 год.
И Арсений Сергеевич тогда, когда мы собирались ехать, вот поступили в Бостон, программу MIT RIP, да, то есть он говорил о том, что да, у нас задача в Якутии создать экосистему, инновационную экосистему, которая будет генерить новые проекты. Все мы уже знаем знаменитые проекты выходцы из Якутии, такие компании, как InDriver, Арсена Томского, компания Майтона, братьев Афанасия Алексея Ушницких. Сейчас подрастает компания Фантастик в нашем IT-парке, это братья Готовцевы. И у нас уже более 100 с лишним стартапов находится в IT-парке. И вот указом главы республики мы открываем IT-центры в районах. У нас в этом году открывается 7 лучших IT-центров. И действительно, в Якутии чувствуется такое, как сказать, вдохновение, что у нас появляется все больше и больше новых проектов, которые создают рабочие места, платят налоги и вот производят новые продукты, которые делают нашу жизнь легче. Вот в условиях пандемии, как Арсений Сергеевич правильно сказал, что отрасль связи, отрасль IT играет важную роль в образовательном процессе, в медицине дистанционной, в e-commerce, но также и в других различных сервисах. Таких проектов, как из Якутии, можно даже пример последний привести, как Bunter Live. Вот ребята сделали видеостриминг, который помогает продавать сразу во время видеостриминга. И действительно, вот таких проектов становится у нас очень много и много. Я хотел бы сегодня поблагодарить всех организаторов, всю команду акселератора B8, всех партнеров наших, которые сегодня присоединились из Восточной Америки, Восточного побережья Америки, из Южной Кореи, из Канады, из всего мира. Наши однокурсники присоединились с MIT. Я очень рад всех видеть. Я очень надеюсь, что вам понравится сегодня 12 проектов, все питчи, которые будут сегодня выступать перед вами. Поверьте, мы в каждый проект, каждый ментор нашей программы, в том числе и я, и все наши партнеры вложили свою частичку своей души. И поверьте, ребята очень волнуются, они очень долго готовились к этому. Мы впервые провели акселератор дистанционно, вот в формате пандемии мы, к сожалению, не встречались, но мы вот общались через Zoom, через различные платформы онлайн. Но мир уже не будет прежним, и мы верим в то, что наши IT-компании якутские помогут сделать жизнь лучше, ну и в том числе заработать денег. Поэтому смотрим, может быть, эти проекты попадут и в ваши акселерационные программы, в ваши институты развития. I wish good luck for everyone for teaching today. I hope you enjoy it. Thank you.